Сицилии. Это ее восточная часть. Вот Ионическое море, а за моей спиной Этна. Самый высокий действующий вулкан Европы. 3380 метров над уровнем моря. Мы начинаем восхождение. Вообще-то высота Этны не может быть указана точно, так как постоянно меняется в результате извержений. Всего на Этне имеется около 400 кратеров, и в среднем раз в 3 года вулкан извергает лаву. А раз в 15-20 лет он разрушает какой-либо городок или деревню на своих склонах. Характер у Этны капризный. Вершину хорошо видно только утром, а к середине дня ее всю затягивает облаками, и все это нередко заканчивается для окрестных городков мощными грозами. В 1669 году Катанию буквально залило потоками лавы во время извержения Этны. Вот они еще остались здесь, на берегу моря, с тех времен. Город буквально весь сгорел, и ошеломленные катанийцы сложили об этом событии немало грустных песен. Дома погребены под лавой. Эти улицы переполняла жизнь. Говорят, здесь была центральная площадь, а девушки гуляли по ней и мечтали о прекрасном будущем. Грешные и невинные, местные и приезжие, все они пели песни, вкусив вина или опьянев от катания. И первые лучи солнца, разделившие небо и море, осветили час расплаты. Урок тебе дан, потомок. Кто грешен, тот будет погребен внезапно между морем и горою. Эту песню для нас столь блистательно исполнили артисты-любители из Катанийского центра по исследованию сицилийского народного творчества «Аулус». Им руководит этот почтенный господин Раймондо, с фамилией на редкость подходящей тому, чему он посвятил всю свою жизнь – катание. Все наши артисты не профессионалы. Днем они повара, юристы, торговцы на рынке. А вечером, несколько раз в неделю, мы собираемся здесь и репетируем. Мы очень хотим, чтобы сицилийская песенная традиция не умерла, и чтобы она передавалась из поколения в поколение. Тем более, что она так отличается от итальянской. Признаюсь, и мне бы очень хотелось, чтобы эта традиция не прерывалась хотя бы даже ради этого уникального, чисто сицилийского музыкального инструмента квартара. Ну кто бы мог подумать, что здесь, на Сицилии, в Палермо, в самой обычной сувенирной лавке можно приобрести музыкальный инструмент, как 2 капли воды, похожие на хомус или варган, на которых играют у нас в Сибири или на Дальнем Востоке. Называется он здесь, на Сицилии, маранзано. Выглядит вот так, стоит от 5 до 10 евро и играет на нем точно так же, как и у нас в Сибири на Дальнем Востоке, то есть в 8000 километрах отсюда. Сейчас попробую. Così, stai fermo. Dai, questo. Mauri. На Сицилию маранзано попал еще в XII веке из Китая, через арабов. Здесь его иногда называют скаччо пенсиери, то есть тихий убийца. Про него на Сицилии ходит много легенд. Существует версия, что это название не случайно. Маранзано использовали в качестве специфического телеграфа авторитетные ребята из Коза Ностры, и якобы с его помощью передавались приказы убрать неугодных. Я играю на маранзано уже более 20 лет. И вообще-то думаю, что про мафию это все скорее легенды. Это инструмент сицилийских пастухов и кучеров. Хотя говорят, что в тюрьмах заключенные из разных камер общались с его помощью. Отсюда, наверное, и все эти легенды про мафию. Вот мы и добрались до пресловутой Коза Ностры, сицилийской мафии. И рассказ о ней лучше всего начать именно здесь. Это знаменитый театр Массимо в Палермо. Именно на его ступенях разыгрался драматический финал 3-й части «Крестного отца». Если вы помните, именно здесь убили дочку Майкла Корлеоне, которого играл Аль Пачино. Так вот, эта трилогия Фрэнсиса Форда Коппола прославила на весь мир сицилийскую мафию и заодно нанесла на туристическую карту острова маленький городок Корлеоне в 63 километрах к югу от Палермо. Туда
туда мы и направляемся. Мафия как организованное сообщество существует с конца XIX века. Ее расцвет